Сезон пікніків розпочався, а разом із цим почастішали і випадки укусів комах, особливо дітей, кажуть педіатри. Як же правильно надати першу допомогу малюкові у разі потреби та що робити, аби не стати жертвою небезпечних отруйних комах? Отдыхающих на природе с каждым днем становится все больше. А вместе с ними растет и число пострадавших от укусов насекомых. Доктора говорят, если у малыша возникла аллергическая реакция после укуса, есть большая вероятность того, что это повторится снова или проявится еще сильнее. Самая распространенная причина аллергических реакций на укусы насекомых – это наследственная предрасположенность. А проявление аллергических реакций зависит от употребления в пищу продуктов, содержащих ароматизаторы и красители. А также аллергические реакции на укусы возникают на фоне ослабленного иммунитета ребенка. Если после укуса вы заметили у крохи покраснение, сыпь, повышение температуры, отечность лица и горла или затрудненное дыхание, это может быть признаками аллергической реакции. Но помните, что часто она проявляется не сразу. С момента укуса и до первых симптомов иногда проходит от нескольких минут до 1-2 часов. Кроме того, возникают острые аллергические реакции. Они проявляются реже, но в течение буквально 10 минут могут привести к потере сознания и тяжелому шоку. Чтобы снять боль и припухлость, приложите к месту укуса лед или холодный компресс. Лучше всего из нашатырного спирта, который эффективно предотвращает нагноение. Можно использовать крепкий раствор соды или даже обычный кефир. Уменьшить зуд и сыпь можно при помощи специальных мазей и кремов, содержащих антигистаминные препараты или гидрокортизон. Если же у ребенка в прошлом возникали тяжелые аллергические реакции на укусы насекомых, необходимо носить с собой специальные наборы самопомощи. Состав таких наборов вам порекомендует ваш врач-аллерголог. Кроме того, важно следить и за возрастными показаниями препаратов, так как многие из них не рекомендуется использовать детям до 12 лет. Не забывайте, что наносить средства защиты нужно сначала на ладонь, а затем легкими движениями на открытые участки тела ребенка, избегая попадания в глаза. Чтобы защитить ребенка от насекомых, необходимо использовать специальные репеллентные средства. Они включают в себя различные жидкости, гели, аэрозоли, бездымные спирали для обработки жилых помещений. Лучше включать их перед сном, а на время сна выключать. Также учтите, что защитное средство можно носить не чаще 2-3 раз в день. И старайтесь после прогулки сразу же смыть крем теплой водичкой с мылом. А собираясь на прогулку за город или в лес, позаботьтесь об одежде для малыша. Обязательно берите с собой носки, кофты с длинным рукавом, а также средства от укусов насекомых. И будьте здоровы!